На планете есть более 2 миллиардов акров пустынных соленых земель. А что, если я скажу вам, что это можно превратить в продуктивное сельское хозяйство, не используя ни капли пресной воды? Что же мы можем? Путем поиска по всему миру редких растений, которые могут расти в соленой воде, разрабатывается совершенно новая форма ведения сельского хозяйства, открывающая доступ к бесконечным запасам океанских вод, включая и этот участок, площадью 4500 акров или 1800 гектаров на юге Испании. Спасибо, что согласился встретиться со мной, Яник. Я был очень очарован этой концепцией регенеративного морского сельского хозяйства. Это звучит как что-то из научной фантастики, утопии. Я хочу узнать, как именно это работает. Позади нас это выглядит как солончак, но на самом деле это возделанный и спроектированный солончак с использованием практически двух самых распространенных ресурсов в мире – деградированных земель и соленой воды. То, что мы называем целеустойчивой агроэкологией. Таким образом, мы сочетаем восстановление и построение экосистем с их возделыванием. В чем же заключается секрет выращивания продуктов питания в соленой воде? Подавляющее большинство сельскохозяйственных культур, которые мы употребляем в пищу и используем в коммерческих целях, не могут выжить в солях. Большинство растений не могут. Но есть более 3000 различных видов растений, которые могут расти в соленой воде. И они называются галофиты. Причина, по которой они могут это делать, заключается в том, что за тысячелетия они эволюционировали и смогли перерабатывать соль, либо фактически предотвращать попадание соли в мембрану. Что самое замечательное в этом растении и во многих из этих многолетних галофитов, так это то, что на каждом уровне у них есть различная коммерческая ценность. Все растения вы можете продавать как углеродные кредиты. Затем, у вас есть эти длинные древесные стебли, которые являются превосходным строительным материалом, обладающим древесно-волокнистой структурой. Их еще можно использовать в качестве корма для животных. Эти зеленые побеги можно употреблять в пищу и также использовать как корм животным. На самых кончиках, где образуются семена, содержится ценное растительное масло. Его можно использовать как биотопливо. Мы используем традиционные сельскохозяйственные технологии и оборудование, например, тракторы и комбайны, которые были модернизированы, чтобы иметь возможность работать на заболоченной и болотистой местности. Мы регулярно получаем урожай более 30 тонн с гектара в год. Так что если сравнить это с ячменем или пшеницей, где урожай составляет 5, 6 или 7 тонн с гектара в год, в этой биомассе содержится немного больше воды, но это во много раз больше. Мы выращивали эти галофиты в одних из самых суровых условий, где ничто другое не могло выжить. Иногда они полностью затоплены. Иногда в течение года они находятся в чрезвычайно сухой почве. И жизнестойкость этих видов не обусловлена генетической модификацией или селекцией. Это естественные растения. Если вы внимательно посмотрите на них, вы увидите, что они суккулентны. Поэтому они активно накапливают много воды и влаги. Это многолетние глубоко укоренившиеся растения. Они растут и выживают в течение десятилетий. Так что они являются почвообразователями и действительно плодовитыми производителями биомассы. Поскольку они являются многолетними, мы можем срезать верхнюю часть биомассы 3 или 4 раза за год. И это не причиняет растению никакого вреда. Корни продолжают расти и поглощать углерод. И мы можем извлекать его, не вспахивая поля, не обрабатывая землю и не делая ничего с почвой. Мы не используем удобрения или пестициды, потому что морская вода является естественным удобрением и пестицидами. Морская вода — это одно из самых питательных удобрений, которое вы можете себе представить. И оно бесплатное, и оно просто течет по участку. Так что здесь практически нет никаких водных дорог. Это чрезвычайно облегчает нашу работу как фермеров. Используя морскую воду, они открыли неисчерпаемый ресурс. Пресная вода является самым ограничивающим фактором для сельского хозяйства на планете. Но этот вид сельского хозяйства, который работает на соленой воде, полностью устраняет потребность в пресной воде, обеспечивая при этом многолетние урожаи. Итак, мы находимся здесь, в дельте реки Гвадалквивер. Это обширная низменная впадина. Большая часть этой местности находится в пределах метра над уровнем моря. Так что из океана поступает много соленой воды на обширные пространства. Здесь так много земли, на которой можно было бы внедрить эту новую форму сельского хозяйства. Поэтому Яник и его команда значительно расширили свой проект. Мы поехали на их последнюю площадку для разработки, чтобы посмотреть, как создаются подобные системы и все технические детали функционирования системы водоснабжения. Добро пожаловать на наш участок под названием Морис, который представляет собой болото и где река впадает в море. Ну что же, у тебя здесь много работы. Да, это последние штрихи к нашему проекту, площадь которого составляет пару сотен гектаров. Обычно мы стараемся минимизировать инфраструктуру. Стараемся сделать все как можно более рентабельным и дешевым.
новым. В данном случае речь идет о проекте стоимостью в несколько миллионов евро, в котором задействовано множество различных заинтересованных сторон и большое государственное финансирование. Так что это действительно знаковый проект по восстановлению болот в Европе. Я не могу поверить, что мы приехали в такое замечательное время, чтобы посмотреть, как выглядит это место до того, как оно зарастет растениями. Через 6 месяцев здесь будет зеленая, вполне здоровая экосистема. Мы уже видели фламинго в этих лагунах, которые наполнились водой за последние пару недель. Так что увеличение биоразнообразия здесь легко достигнет 1000% в течение следующих 12 месяцев. Это похоже на мечту терраформистов, где у вас есть бесконечная вода, чтобы создать невероятную динамику, какую только возможно. Здесь есть сложная система водной инфраструктуры из каналов и рек, которая управляет тем, сколько соленой воды поступает на участок в любой момент времени. Именно здесь все и начинается. Именно отсюда и берется вся вода. У нас здесь есть шлюзовые ворота, которые можно открывать и закрывать. И именно здесь мы можем контролировать экосистему с точки зрения точки подачи воды. Эта одна контрольная точка может обеспечить питанием весь участок площадью 600 гектаров. Да, на самом деле она может затопить гораздо больше. Более 15 тысяч гектаров, которые находятся в округе, также могут быть преобразованы в этот тип солеустойчивой агроэкологии. Это самая важная часть этого участка. Именно здесь все питательные вещества, вся рыба, вся растительная биомасса, все семена. Все это поступает из реки и моря. Так что, по сути, вы просто берете морскую воду и просто распространяете ее по всей площади, и как бы концентрируете ее в этих каналах. Да, именно так. Нам не нужно сеять семена или сажать растения или делать что-то еще. Вода делает всю работу за нас. И именно здесь это и происходит. Потрясающе. Так вот, как это открывается. Действительно просто. Это задняя часть главного впускного канала. Они называются умными воротами, и они действительно просты во многих отношениях, но по сути импульс воды во время приливов открывает заслонку с этой стороны. А затем, когда прилив отступает, импульс приходит с другой стороны, закрывая ворота. Так что вода остается внутри, а когда прилив снова приходит, ворота снова открываются. Так что на самом деле нам ничего не нужно делать. Это просто регулируется само по себе, гарантируя, что как можно больше воды всегда остается там. Так что, по сути, это приливное орошение. Да, это приливное орошение. Только один из них открыт сегодня. Когда все три из них открыты, это огромный объем воды, который затем затопляет землю. Мы сейчас стоим в нашем главном питающем канале, так что эта река, которая была спроектирована и построена, снабжает всю территорию водой во время приливов. Это огромный канал шириной 20 метров. Через эти ворота проходит более 18 тысяч литров воды в секунду. И происходит наводнение на таком огромном участке земли. Каждый раз, когда приходит прилив. Каждый раз, когда приходит прилив. Да, это не только природный парк, но и общественный парк, а также центр биоразнообразия и сельского хозяйства. Все эти разные вещи объединены в одной области. Это гораздо более продуманная версия того, что мы обычно делаем. Так что здесь гораздо больше водной инфраструктуры и каналов, соединяющих все с инфраструктурой лагуны, чтобы поддерживать действительно редкие и исчезающие виды птиц, такие как атлантические утки, фламинго и все виды биоразнообразия. Экологическое значение восстановления прибрежных водно-болотных угодий во всем мире невозможно переоценить. Когда мы смотрим на маршрут миграции птиц по всему миру, то их маршруты пролегают над дельтами рек, прибрежными водно-болотными угодьями и внутренними озерами. Расширяя среду обитания для птиц, эти проекты по восстановлению сельского хозяйства объединяют множество экосистем планеты. Мы ясно видим это в дельте реки Гвадалквивир. Болота Гвадалквивира очень важны не только для размножения птиц, которые прилетают сюда из Южной Африки или Намибии, Мавритании или Сенегала. Они проводят здесь зиму и возвращаются обратно. Это также очень важно для зимовки многих видов птиц. Журавлей, черных аистов и даже скопов, которые обитают на севере Европы и проводят с нами здесь зимнее время. Это ключевая среда обитания для каждой птицы, которая пролетает над землей. Вы знаете, я был немного скептичен, потому что устья рек — это на самом деле хрупкие экосистемы, и мы думаем о превращении их в сельскохозяйственные угодья. Это может показаться действительно разрушительным. Но это место настолько разнообразно. Оно изобилует дикой природой. Здесь так много разных видов птиц. Стаи фламинго, пеликаны, опылители всех видов. И все эти разные цветы, бабочки и гусеницы — это невероятно богатая территория дикой природы.
Оказывается, работа на прибрежных водно-болотных угодьях Испании – это только начало, потому что засоление земель по всему миру – это серьезная проблема, о которой большинство людей даже не подозревают. Низменные прибрежные водно-болотные угодья становятся все более солеными по мере повышения уровня моря. Все больше и больше сельскохозяйственных земель по всему миру становятся слишком солеными для выращивания обычных культур. Из-за таких плохих методов ведения сельского хозяйства, как чрезмерное орошение, а во многих пустынях выпадает очень мало дождей, а имеющиеся подземные водоносные горизонты засолены из-за естественной геологии. Более 900 миллионов гектаров земли по всему миру, более трети наших сельскохозяйственных земель стали засоленными. И это очевидно влияет на потенциал производства продуктов питания и в целом на продовольственную безопасность. Африка имеет свою уникальную географию, и засоленное земледелие используется для восстановления земель и даже выращивания продуктов питания на ландшафте, которые считались разрушенными и совершенно непригодными для использования. Под землей в буквальном смысле слова находятся океаны соленой воды. Местные сообщества, правительства и правительственные организации, частные лица, тратят огромные деньги на бурение скважин, чтобы добывать пресную воду для питья своего скота. А оттуда поступает соленая вода. И то, что мы делаем, это перепрофилируем ту водную инфраструктуру, чтобы использовать эту соленую воду для создания агроэкологии солончаков или мангровых лесов. Мангровые заросли – это деревья, которые на самом деле растут в соленой воде на береговых линиях и в тропиках. Мы не только восстанавливаем мангровые леса, но и создаем мангровые агролесомелиорации. Таким образом, это целенаправленная система выращивания мангровых лесов для получения древесины, различных текстильных изделий и кормов для животных. Регенеративные мангровые системы с использованием морской воды основаны на этом ключевом виде мангровых зарослей. Таким образом, мангровые заросли – это путь к созданию продуктивной системы аквакультуры, которая захватывает эти дельты. Фактически превращает их в еще более богатые районы для производства продуктов питания. Вы можете видеть это переплетение корней и стеблей. Они защищают от штормовых волн. Представь, что этот мангровый лес является естественным амортизатором, который может поглотить силу штормовой волны и рассеять ее, чтобы она не обрушилась на сушу. Нет никаких причин, по которым тропические и прибрежные районы мира, и особенно дельты, не должны быть полностью покрыты растительностью. Экосистемы должны быть основаны на мангровых зарослях. По всему миру у вас есть десятки миллионов гектаров существующих или деградированных прибрежных водно-болотных угодий, а также более 900 миллионов гектаров деградированных земель внутри страны, подверженных воздействию соли, которые могут быть преобразованы и терраформированы для новых сельскохозяйственных угодий, просто используя соль. Самое замечательное в таком интегрированном подходе, как этот, заключается в том, что здесь нет никакого компромисса между производством продуктов питания, природы или биоразнообразия. Это сосуществование в одной области, где одно на самом деле активно питает другое. Действительно здорово видеть сельское хозяйство и природу в гармонии. Это сельское хозяйство, которое на самом деле улучшает природную систему и в то же время кормит людей. У него есть потенциал стать одним из самых важных нововведений в сельском хозяйстве в современной истории. Это как если бы целая новая часть планеты только что открылась бы для земледелия. Это меняет все. Видео переведено и озвучено при поддержке сайта Лесосад. goLesosad.com – семена и саженцы редких и ценных растений. Спасибо за просмотр.